Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз поздравляю всех причастных к 30-летию Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия. Год назад, 10 февраля, мы провели расширенный круглый стол ветеранов, участников, руководителей, которые были причастны к международным и внешнеэкономическим связям Республики Саха-Якутия, поскольку все-таки первой организацией в Якутии, которая занималась международными связями, является Национальный комитет по делам ЮНЕСКО, который был создан учредительным собранием общественности Якутии 23 февраля 1991 года. И в прошлом году мы решили, что все мероприятия по линии Министерства внешних связей, представительства МИД России в Якутске, секретариата Северного форума будут проходить под эгидой 30-летия установления международных и внешнеэкономических связей Республики Саха-Якутия. Придется все-таки впасть в воспоминания. 30 лет тому назад, когда только был подписан указ Михаилом Ефимовичем Николаевым о создании Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия, очень, конечно, был проблемный вопрос именно в подготовке кадров, в наличии кадров. И Госкомитет внешних экономических связей, который тоже параллельно с Национальным комитетом по делам ЮНЕСКО был создан в 1991 году, он в основном состоял из людей науки. Там половина добрая была, наверное, кандидаты наук. Сам председатель Госкомитета внешних экономических связей, который после создания министерства стал первым заместителем министра, Василий Моисеевич Ефимов, выпускник МГТУ имени Баумана, ученик академика Владимира Петровича Ларионова. И уже в 1992 году он окончил Академию внешней торговли. В отделе международных связей у нас в первом составе работали сразу два кандидата наук. Это Светлана Васильевна Иванова и Лилия Иннокентьевна Винокурова. Они до сих пор активные участники и общественной жизни, активно участвуют в международных проектах. И в отделе госпротокола и паспортно-визовом отделе, конечно, в основном работали выпускники факультета иностранных языков ЕГУ, поскольку без знаний иностранных языков тут никакой работы провести нельзя. И поскольку в начале 90-х годов только появились компьютеры, ксероксы, факсы, мы все, как универсальные работники, очень быстро обучились работать на новой аппаратуре. И каждый специалист Министерства внешних связей, он не только владел иностранным языком, был хорошим организатором, при необходимости мог переводить, писал, составлял сам документы, выступал и так далее. Но прежде всего, конечно, без знания иностранного языка ни один работник Министерства внешних связей не мог бы обойтись. Если сравнить с нашими соседями, потому что в здании ДП номер 1, который тогда назывался Совмином, мы сидели несколько министерств сразу, и наши соседи, например, коллеги, составляли документы вручную на бумаге, а потом сидели, ждали в очереди, чтобы передать документы машинистке, и несколько дней терялось на обработку документа, чтобы это было машинописным документом. Виталий Петрович Артамонов, наш первый министр, очень большое внимание уделял подготовке кадров. Он сам кандидат филологических наук, долгие годы возглавлял факультет иностранных языков. Параллельно он заведовал кафедрой французской филологии. И когда Михаил Ефимович принял решение о создании Национального комитета по делам ЮНЕСКО, то, естественно, в первую очередь его внимание пало на Виталия Петровича, который тогда работал в обкоме партии. И он стал в итоге первым сопредседателем Национального комитета по делам ЮНЕСКО, затем первым министром внешних связей. И как с первого года начала работы
мы начали направлять на учебу наших специалистов в дипломатическую академию МИД России. И одними из первых выпускников дипакадемии после создания Министерства внешних связей Республики Саха-Якутия были Полина Николаевна Соколова, которая сейчас работает в аппарате правительства, возглавляет секретариат Балабкиной, заместителя председателя правительства, и Аян Ильич Васильев, который известен как депутат Государственного собрания, директор школы номер 26 города Якутска. В те годы, в 90-е годы, очень активно работал департамент подготовки кадров во главе с Матвеем Васильевичем Мучным, как вы отлично помните. И одним из первых достижений стало направление на учебу наших студентов в МГИМО. Если не только там учились за счет республики наши ребята, не только как очники-студенты, но и нам посчастливилось тоже проучиться в очно-заочной форме в МГИМО. Был такой институт госуправления. Правда, он просуществовал несколько лет, но после выхода нового закона об образовании такая очно-заочная форма учебы была закрыта. Ну вот, например, Николай Васильевич Дьяконов, мы успели отучиться и получить дипломы МГИМО именно в конце 90-х годов. В те годы тоже очень много молодых людей окончили МГИМО, но, конечно, далеко не все работали в республике, многие остались работать в центральных городах и вузах. Например, одной из выпускников МГИМО является Попова Анна Николаевна, наша землячка, и она окончила МГИМО, затем окончила аспирантуру в дипломатической академии МИД России, защитила кандидатскую диссертацию и сейчас успешно работает заместителем директора департамента в Минэкономразвития России и курирует как раз международные связи субъектов Федерации, внешнеэкономические, приграничное сотрудничество, межрегиональное сотрудничество. И мы часто с ней общаемся, и она очень помогает в нашей работе. И меня еще часто спрашивают, как стать дипломатом, что для этого нужно. Сейчас, насколько я знаю, поступить на работу в систему Министерства иностранных дел Российской Федерации стало чуть проще, потому что в советские годы принимали только выпускников, в основном в первую очередь МГИМО, затем Дипломатическая академия и Института стран Азии и Африки МГУ. Сейчас конкурс объявляется по всей Российской Федерации. Насколько я знаю, условия конкурса публикуются в журнале «Международная жизнь», наверняка на сайте Министерства иностранных дел. И для того, чтобы пройти успешно конкурс, надо обязательно показать очень хороший, высокий уровень знания иностранных языков, 2 языков. Например, с младших дипломатов, когда проходит аттестацию, требуется владение языком на функциональном уровне, условно скажем, это на 4. Это, конечно, все относительно. А у старших дипломатов, например, с нас требуют обязательно, чтобы хотя бы один язык был на профессиональном уровне. Я, например, в прошлом году, перед тем, как была назначена в Якутск, успела, то есть уже позапрошлом году, успела сдать и английский, и французский на профессиональном уровне, но, к сожалению, для того, чтобы поддерживать такой уровень, надо заниматься языком постоянно читать литературу, прессу на языках и так далее. Кроме того, естественно, требуется очень грамотный русский язык. Для того, чтобы, например, поехать в длительную загранкомандировку, обязательно дипломат должен иметь права как минимум, потому что за границей тебя никто возить не будет. На общественном транспорте тоже не наездишься, поэтому хочешь, не хочешь, в незнакомом большом городе ты будешь ездить сама за рулем. Или сам за рулем. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания.